Добрый вечер. Только что произошла премьера фильма «Молоко, сметана, творог». С нами режиссер фильма Эли Гельман. У нас есть несколько вопросов к вам. Прежде всего, кто написал сценарий или же как эта идея пришла этого фильма? Значит, идея, вот я уже как и рассказывала, у нас был конкурс идей для сценария. И вот эту идею прислал мальчик, который вообще по профессии юрист, Бахыджан Кадыров. Он прислал эту идею к сценарию. Мне очень понравилось. В принципе, идея не нова, да, то есть вот по этой сценарной основе, по этой формуле, в принципе, строится очень много фильмов, когда актеры меняются, вернее, герои меняются местами, телами, душами и так далее. То есть это не новая идея, но каждый раз, как ты ее расскажешь, да, потому что режиссура это как. Не думаю, что сценарий как бы идеальный, но мне кажется, что кино получилось доброе, очень хорошее и, с таким как бы позитивным, скажем, да, посылом. Продолжая вашу мысль, идея не нова, но там все-таки есть что-то новое, потому что обычно меняются телами, а здесь вот поменяли их местами жительства, да. Местами жительства. Вот поэтому. В общем-то, мы решили, что очень сложно было, прочтет ли зритель вот это, будет ли узнавание, да, то есть они поменялись, а почему ребята, которые, да, их видят, они их признают за тех самых. Но здесь есть элемент сказки, и вот эти шельпеки, которые, да, делают это волшебство, превращение, они, в принципе, оправдывают и мотивируют все. Сказка. Скажите пару слов о самом съемочном процессе, как он проходил? Дело в том, что это как бы не планировался вообще выход на широкий экран, поэтому отсюда такие крупности, отсюда, в общем-то, сама такая немножко такая телевизионная, да, потому что на самом деле это был телевизионный сериал, который мы перемонтировали, да, и получили такой телефильм. Мы представили его на Евразии, и потом вот как бы он вышел на широкий экран. На самом деле я не знаю, хорошо это или плохо, но... Да, на самом деле я видел этот фильм на кинофестивале Евразии, и я вот рад, что наконец этот фильм вышел, потому что он действительно достоин того, чтобы быть в прокате. Скажите о вашем продюсере, о съемочной команде. Продюсер Игорь Пескунов, он возглавляет медиазавод. Ему, собственно, пришла идея снимать вот такие вот короткометражные фильмы и выстроить из этого сериал. А потом команду мы набирали, в общем, половина у нас команды были ребята, которые работали на телевидении, никогда не работали в кино. Вторая половина команды была, в общем-то, киношная. И у нас были, конечно, такие немножко сначала недопонимания. То есть киношники говорили, это не по-киношному, телевизионщики говорили, да надо быстро. То есть были такие недопонимания, но, в принципе, в процессе работы, когда съемочная группа снимает в одних условиях и в тяжелых условиях, потому что снимать надо было быстро, то есть денег было очень-очень мало, это же телеформат, да, то есть нам дали вот там неделю там и неделю здесь, да, неделю в городе, неделю там. То есть, в принципе, Unreal снять кино. Вот так. Может, какие-нибудь курьезные случаи происходили на съемочной площадке? Их было много, но я сейчас не вспомню. Много я рассказывала уже про корову, что вот Линда впервые в жизни подошла к корове, это был прям первый дубль, на самом деле, который вошел в фильм. Потом было очень много веселых ситуаций, когда у нас единственный игровой ишачок ушел, и вся группа ловила его по горам. Много сейчас, уже трудно вспомнить, ему уже год, этому фильму, уже у меня после этого было много проектов, поэтому... Поздравляем с премьерой. Спасибо. Все хорошо. Только что произошла премьера этого фильма, и на самом деле я лично смотрел, и я думаю, что это достойное кино, чтобы можно прийти со всей семьей и в субботний вечер и получить удовольствие. Спасибо.